Доброе утро. Еще раз желаем мы вам с телеканала БСТ. Это прямой эфир программы «Салям». И меня зовут Сяуш Шармадзаде. Итак, друзья, если вы, не дай бог, конечно, попали в аварию, еще тем более не по своей вине, то затраты на ремонт автомобиля вам должна компенсировать страховая компания. Причем сейчас для этого не обязательно идти в офис, да, получать выплаты. Это все можно сделать онлайн. А вот что нужно для этого, расскажет нам наш гость в студии. Руководитель направления экономического отдела отделения Башкортостан Банка России Ленар Нельевич Габидуллин. Ленар Нельевич, доброе утро. Доброе утро. Ну что, давайте так. начнем. Что же такое европротокол и каким-то образом его можно, вот как мы уже говорили, оформить это все онлайн? Да, такая возможность существует в России, уже работает в России уже год. То есть оформить ДТП онлайн и получить выплаты можно без участия сотрудников ГИБДД и без посещения страховой компании. То есть есть один нюанс. Оформление ДТП должно быть произведено по протоколу, по европротоколу. Вот, соответственно, европротокол — это такая упрощенная процедура оформления ДТП, когда не требуется сотрудник ГИБДД, вот, и она применяется при незначительных авариях. То есть есть несколько условий для этого оформления. Не должно быть, значит, пострадавших в аварии. В аварии должно было участвовать, в аварии участвовало не более 2 автомобилей. Не было пострадавших, как я сказал, и третьих лиц тоже. У водителей должны быть оформлены ОСАГО, полисы ОСАГО. Вот такие условия. Все, самое главное условие понятно. Еще раз напомним, что главное, не должно быть пострадавших, то есть пока без какой-то тяжести, вреда здоровью. Ну и, соответственно, да, не больше 2 автомобилей. Да. И должен быть незначительный ущерб. Соответственно, авария должна быть незначительная, то есть есть определенный лимит по ОСАГО, то есть авария должна быть незначительной. Допустим, это все есть, то есть пострадавших нет, 2 автомобиля, сумма, ну, по виду, так скажем, не превышает там 400 тысяч рублей ОСАГО, да? Что нужно делать? Как получить страховку эту онлайн? Для этого необходимо, значит, то есть, еще раз, оформление ДТП происходит как бы по европротоколу. Для этого есть специальный документ извещения ДТП. Либо он делается на бумаге, либо в электронном виде. Заявление на выплату страховую оформляется в течение 5 дней через госуслуги, либо приложение госуслуги авто. И, соответственно, а если вопрос такой вот возникает, да, из-за этого, сейчас же очень такая, так скажем, современная стала в плане того, что тема кто-то берет деньгами, так скажем, и сам ремонтирует, а кто-то просто просит, ну, отправлять какой-то сервис уже готовый, да, и, соответственно, его там ремонтируют. Вот какие документы, что и как это нужно и можно оформить? Ну, да, то есть при оформлении этого заявления на госуслугу, да, то есть существует возможность выбора, то есть этот сервис все подскажет, то есть эта возможность приложения, все подсказки, они там оформлены, то есть можно выбрать либо, значит, денежную выплату, либо ремонт. То есть это как бы на усмотрение водителя, как ему выгодно, как он считает как бы для себя оптимальный вариант. Какие документы, кроме ОСАГО, еще нужно подготовить? Опять же, для подачи заявлений. Да, в приложении как бы все эти подсказки есть, то есть, ну, это как бы основные документы. То есть, что должно быть? Значит, само извещение, да, этот европротокол, либо его скан надо сфотографировать, если вы сделали это на бумаге, либо электронный номер, если это вы сделали в электронном виде, ну, естественно, водительское удостоверение, значит, право собственности на автомобиль, потому что это связано с тем, что оформлять... СТС, ПТС? Да, СТС, потому что оформлять эту выплату может только собственник автомобиля. Ну и там и другие документы, они тоже как бы в этом сервисе перечень, все эти подсказки есть. Вы уже не раз употребляли слово приложение. А что за приложение? Это что? Да, есть несколько приложений, значит, помощник ОСАГО, но самое такое, как бы, которое от государства идет, от Минцифры, это госуслуги авто. Госуслуги авто. Да. То есть в этом приложении все, что нужно, все необходимое. Да. Все. А как понять? Вот я сделал, допустим, все оформил, все сфотографировал, все отправил. Как понять, что заявление принято? Есть какой-то, я не знаю, отчет, что вот Да, совершенно верно. Ну, кто пользовался госуслугами, наверняка знают уже, да, то есть при различных как бы действиях вы получаете уведомления, СМС. В данном случае тоже эти сервисы все они работают, то есть вы получите уведомление о том, что страховая компания получила ваше, значит, заявление. Если что-то не так, она вам тоже пришлет это сообщение с каким-то там инструкциями, да, что нужно что-то донести, что-то сделать, что-то там произвести. Соответственно, есть, опять же, такие нюансы, то есть страховая компания может посчитать, что, например, тех фотографий, которые вы сделали, или какие-то у нее сомнения,
сомнения появились, недостаточно, тогда она попросит вас, например, ну, приехать в страховую, чтобы вы оценить ущерб на месте уже. Да? Но если вы как бы сфотографировали верно, опять следуя инструкциям, приложениям, то ну, этого может и не Такого быть. вопроса может Да, и не возникнуть. Да, такого вопроса Вот. может и не возникнуть. А как вот оценить ущерб? Ну, понятное дело, что там, ну, возможно, там бампер, крыло, еще что-то помялось, но вроде сидишь и думаешь, ну, не больше там 400 тысяч по-любому, да? А потом выясняется, что нет, ребятушки, там вот внутри помялось, там помялось. Можно ли как-то дистанционно это сделать? Ну, дистанционно нет, наверное. То есть, соответственно, как бы, поэтому и говорят о видимых повреждениях. Да? Если у вас какие-то есть сомнения, что сумма повреждений может быть больше 400 тысяч рублей, тогда, конечно, следует лучше вызвать сотрудника ГИБДД и по старинке оформить всю эту аварию. Всё ну, максимальная сумма, опять же, напомним, да, по ОСАГО вы можете перекрыть только 400 тысяч рублей. Да, Все остальное это уже за счет, скажем, виновника. Да, да, совершенно верно. Но есть, опять же, нюанс, да, то есть если 400 тысяч это сумма лимита, она действует для тех случаев, если вы все оформили правильно. Что значит правильно? То есть если вы сфотографировали аварию с помощью вот этого приложения госуслуги авто, либо помощник ОСАГО. То есть в этих случаях страховая принимает эти как бы доказательства как неизменные, так скажем, да, то есть что вы их потом не поделаете, потому что бывают случаи, когда страховые компании, ну это тоже известно, они борются с мошенниками, и да, чтобы вот такого не было, вы должны сфотографировать это через приложение, оформить все как надо, и тогда эта сумма возмещения, она возрастает до 400 тысяч рублей. И возникает следующий вопрос. Вот, если все сделали, ОСАГО оформили, все как по инструкции отфоткали, уведомление пришло, там все, что все приняли, все. Сколько ждать выплату? То есть есть какие-то определенные... Вот государство назначит, что вы там должны выплатить в течение такого-то срока деньги пострадавшим. Да, да, такие сроки есть. Если все оформлено верно, вы получите выплату в течение 20 дней. 20 дней. Ну, грубо говоря, 20 рабочих дней. 20 рабочих дней, да. Все, примерно 3 недели. Все понятно. А если вот, все условия соблюдены, но по какой-то причине решить проблему онлайн не получается? Ну, как-то вот не срослось. Да, если что-то не получилось, такие ситуации бывают, что, например, интернета нет, приложение глючит, да, то вы в таком случае лучше позвонить в страховую компанию, да, и опять же проконсультироваться, что и как лучше поступить. Все. Слушай, ну, и, естественно, вопрос, который возникает и у меня, наверное, как и у многих зрителей, Европротокол. Да, пока что у нас в России к этому, пока люди привыкнут, пока люди это поймут, это пройдет немалое количество времени. Есть же еще такая услуга, как... Ну, не у всех есть понимание, что ГАИ очень долго ждать. Можно позвонить, забыл, как называется, ребята... Аварийный комиссар. Аварийный комиссар, да. Вот не проще ли тогда вызвать аварийного комиссара, который там приедет в течение какого-то там небольшого промежутка времени, и пускай это сделает он. Вот, то есть, чем вот лучше, так скажем, это онлайн оформление, да, и вот приедет человек и сделает сам все за тебя. Ну, конечно, такая практика есть, некоторые аварийных комиссаров вызывают, то есть все здесь как бы на усмотрение человека. Если как бы водители как бы знают, да, как поступать, и им все очевидно, авария незначительная, то есть бампер поцарапан там и так далее, зачем вам? Аварийные комиссары, в любом случае, вы им заплатите какую-то определенную сумму, то есть вы можете избежать этих расходов и сделать все сами. То есть, опять же, как бы Банк России и государство разработало этот сервис вот для таких как раз, для удобства граждан, чтобы они не несли какие-то дополнительные расходы. Если как бы все очевидно, понятен виновник, и весны все обстоятельства ДТП, да, ну такие упрощенные, которых, кстати, большинство таких ДТП бывает, то вы можете все сделать сами, как бы и государство вам такой сервис предоставило. Слушай, ну и вопрос, наверное, логичный, что если вдруг ОСАГО вот у меня есть, человек в меня въехал, а у него нет ОСАГО, можно ли каким-то образом оформить Европротокол, вот, ну, вот если у человека нет полиса страхования? Да, это как бы такие ситуации бывают. Ну, к сожалению, да. не все ОСАГО оформляют. Это, естественно, нужно сразу и выяснить. Да? То есть, если ОСАГО нет, то Европротокол он уже не действует, и выплату эту тоже получить невозможно. И вообще в данном случае как бы случай становится не страховым. Страховая компания уже не несет ответственности за такую ситуацию. Да? То есть ОСАГО же это страхование, ответственности виновника. Соответственно, если у него нет ОСАГО, то в данном случае следует как бы поступать либо на месте решать этот вопрос, либо с этим, да, по старинке, либо дальше, если как бы вы не найдете контакт, то уже через суд. Через суд. То есть, ну, в любом случае надо
иметь какую-то информацию. Ну, во-первых, собрать информацию о человеке, Да. сфотографировать все обязательно Да. происходящее, снять это все на видео, Да. да, что вот случилось такое-то. Ну, либо традиционным образом дождаться сотрудников ГАИ, да, как вариант, пускай они приезжают, оформляют, подождайте. Ну, либо, соответственно, да, обращаться уже в суд. Так что, друзья, если вдруг вы попали в ДТП и не хотите тратить на это время на оформление, то вот вам, пожалуйста, госуслуги авто и ОСАГО авто. Два приложения, которые помогут вам оформить европротокол, да, не более суммы 400 тысяч рублей. Все, эту беседу, если вдруг вам стало интересно, можете пересмотреть у нас в группе ВКонтакте, утреннее шоу «Салям». Мы благодарим нашего гостя за новую информацию, за такой ОСАГОвский ликбез. У нас был руководитель направления экономического отдела отделения Башкортостан Банка России Ильнар Габидуллин. Спасибо вам большое.